Сегодня День молодежи. Согласно постановлению Госдумы от 11 ноября 2020 года, молодежь – это люди возрастом от 14 до 35 лет. Мне скоро 33 года, значит, я пока еще молодежь. Ну что, молодежь, перед нами стоит нелегкая задача. Во власти во многом сидят пенсионеры преклонного возраста. Путину, Жириновскому, Миронову, Зюганову, нашим Тумусову, Акимову, Штырову, Борисову. Всем уже под 70 лет, кому-то даже больше. Значит ли это, что они менее профессиональные? Ну, не совсем. Но факт, что им примерно осталось там 5-10 лет плюс-минус, а нам через 5-10 лет будет уже по 20-40. А это значит, что это мы, самое основное, активное население, которое и решает, как жить этому государству. Это мы заводим детей, покупаем и арендуем квартиры, машины, велосипеды, поступаем на учебу, открываем бизнес, слушаем музыку, идем в армию, покупаем технику, сидим в интернете, заказываем еду, делаем контент, учим иностранные языки. Это вот все мы. Притом наше поколение уже довольно сильно отличается от предыдущего. У нас иное представление о жизни, о семье, об образовании, о карьере, о материальном благополучии, о родине, о детях. И мир сейчас неимоверно быстро меняется, человеческие отношения, вот цифровизация, глобализация. Мы сами еле поспеваем, удивляемся, ого, а я вот только вчера закончил школу, уже все, время пролетело. И насколько адекватно понимает эта власть? Я уверен, что они вот просто вцепились в свои кресла во многом, потому что современный мир их потом снесет к чертовой матери. Они станут просто обычными бабушками и дедушками. Безусловно, они профессионалы там, в области борьбы в «Играх престолов». А насчет современности они там, ну как, в курсе вообще. Они там отличают Сейлор Мун от Евангелиона, Гендальфа от Дамблдора, Рена и Стимпи от Рика и Морти. Я понимаю, что это во власти не так важно, но просто интересно. В общем, на нас ложится большая ответственность. Никто никогда не принесет нам благополучие на тарелочке с голубой каемочкой. За это надо бороться. Даже если вдруг одномоментно власть там, в Кремле, поменяется на каких-нибудь хороших людей, здесь в Якутии будут те же лица. Вот почему так важно конкретно нам, якутской молодежи, стать более политически активной. Ну и вообще везде. Если не идти во власть, то следить за ней и ходить на выборы. Если ничего не делать, ничего и не изменится. Точнее, изменится, но только в худшую сторону. Нам просто остро не хватает политической конкуренции. Я читаю в комментариях насчет праймериза, вот было же. Куда блогер лезет? Ну, это про меня. А, собственно говоря, откуда я еще полезу, да? То есть сейчас во власти полная монополия, чужих там не любят, не пускают, пускают только удобных, лояльных и родственных. Зачем им там конкуренты, которые окажутся сильнее их, там отчаяннее их? Незачем. Спокойненько сидят, уютненько и безопасненько. Вот. Но помните, что жизнь в Якутии не поменять за один раз, там, за один присест, потому что во власти в Якутии много действующих лиц, ну, как и везде. Это не единый кусок, который заодно. Нет, там и партии между собой соперничают, иногда чаще в поддавки играют, конечно, внутри партии бывает борьба. Еще есть и исполнительные структуры, главы районов, прокуратура, федеральные органы, силовики, судьи, владельцы крупных предприятий и так далее. И каждый преследует свою цель, ставит перед собой какую-то задачу, там, хорошую, нехорошую. Второй вопрос. Нельзя сказать, вот скинем короля и наконец-то заживем. Нет, там большой клубок этой всей системы, но начинать нужно обязательно, и в этом разбираться, и с этим бороться, и за этим следить. Это и называется гражданское общество, чувство гражданственности. Как растет гражданственность? Из чувства любви к своему народу и из чувства принадлежности себя к этой земле. О нас никто не позаботится, кроме нас самих. Вот давайте объединяться на этом фоне, давайте вместе создавать гражданское общество. Подписывайтесь, ставьте лайки.